Стало известно, что в результате пыток в китайской тюрьме скончался очередной религиозный ученый из Восточного Туркестана. Абдулькаюм Ходжа, сын величайшего ученого Абдульхакима Махдума, принял мученическую смерть в августе. Его вместе с семьей арестовали в 2017 году. Абдульхаким Махдум, отец покойного Абдулькаюма Ходжи, который родился в районе Гума провинции Хотан, был великим ученым в области исламских наук. До этого в китайских тюрьмах были убиты Абдульхамид Дамулла, Абдуль-Ахад Махдум и Мухаммед Салих. Во Франции была начата акция против беззакония китайских властей и концентрационных лагерей под названием «Неделя на пробуждение мира». Организаторами акции выступили депутат Европейского парламента Рафаэль Глюксман и президент Уйгурского института Европы Дильнур Рехан. До сегодняшнего дня было собрано более 200 тысяч подписей для того, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон принял соответствующие меры и мобилизовать французский народ. В социальных сетях была начата акция с хэштегом «Франция за уйгуров». 2 октября Служба гражданства и иммиграции США опубликовала руководство, в котором отмечается, что заявки на иммиграцию членов тоталитарных политических партий будут отклоняться. Данное постановление призвано защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и запретить членам коммунистической партии и других тоталитарных режимов, а также их аффилированным лицам въезд в Соединенные Штаты. Закон запрещает членам Коммунистической партии Китая постоянно проживать на территории США и получать гражданство. Турция осудила нападение армянскими военными на второй по величине азербайджанский город Гянджа. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба турецкого министерства иностранных дел. Сегодняшние нападения Армении на мирных жителей второго по величине города Азербайджана являются новым показателем противозаконной позиции. Мы осуждаем эти нападения, сказано в заявлении внешнеполитического ведомства. Анкара поддерживает Азербайджан в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Опустошительные лесные пожары на севере Калифорнии, бушующие там с середины августа, распространились на рекордную площадь в 16 200 квадратных километров. По данному показателю это самый большой лесной пожар в новейшей истории Калифорнии, сообщили местные пожарные. По меньшей мере 31 человек погиб, тысячи людей остались без крова. Более 53 тысяч жителей штата были эвакуированы.